Тин-тирин-тин-тин-тирин-тин-тин-тирин-тин-тин. Привет, народ! Могучий! Пока никого. О, уже двое. Привет, дорогой. Вот так вот. Ну чё, дамы и господа, как я обещал, 17 число. Здорово. А у меня такой красавчик. Шейник. Сегодня закончили. Вот. Вот такой вот. Здорово всем. Ну, где-то вот так. Тепле. Вот, самое главное. Достается вот так. Очень удобно. Вот. Держится вот так. Работай, не работай, работай, не работай. Эльмакс. Эти работай, не работай, работай, не работай. Страшная. Тоненькая, односторонняя. Я специально так медленно работаю. Вот такой вот красавчик. Пока без хозяина. Деревяшка. Аккуратно ложится. Практически там дырок нету. Вот. Вот это. Ну чё? Всех, наверное, интересует такой вопросик. Сколько нас? Так, на нас сегодняшний день стало ровно 80. 80 обладателей билетов, 80 претендентов на нож, который я перед вами закончу во время этого эфира и предоставлю официальный обзорчик. Специально завтра сниму, завтра сниму, я на канале выложу. Нет, это не разыгрыш, это реклама, ребята. Пока без хозяина, единственный в мире. Поищите там внизу, как разделывают рыбу Хариуса. Очень удобно. И рекомендую прекрасной половине человечества. Ручки тоненькие, а главное в тепле. Всегда. Всегда. Вот. Какие вопросы? Нет вопросов. Не надо сюда, где-то сюда, там если толстая одежда и так далее, в холоде там ковыряться и обратно. Просто достал, поработал, а обратно снул. Короче, экшен. Экшен. Пока один.
ПК-1. Так, через некоторое время, как закончу, покажу. Какой ножик. Должен сказать, что хозяин этого ножа человек простой. Терпение. Вот. Жизнерадостный. Как и все 1 января. Шутка, конечно. Но не исключено, что это будет женщина. Так что, девчонки, дерзайте. Молитесь. Попросите у кого-то там, чтоб был этот лот именно вам. Здорово. Вот. Что касается заказов. Заказы делаю. Так, 1, 2 готов почти. Чуть-чуть штрих нужен. И наклоню 1, 2, 3, 4, 5. Угу. Потихоньку идем, ребята. Так что можете смело заказывать. Заказы принимаю. Вот. И поспешите, пока есть время. А то так, числа так точно я завтра скажу, когда будет. По моим меркам, 17-18 состоится выставка Дарханус, которую все знают. Местные мои земляки знают, что за выставка. Вот, к нему буду готовиться конкретно. Это очень нужная и очень серьезная выставка. И в этом году ну, мне тоже хочется видеть мою кузню с нового ракурса. Но это потом, ребят. Будет время. Покажу. Перебили. Так, на чем я остановился? Забыл уже. Напомните-ка, что там был. На чем остановился, ребята? Все 12 человек ничего не расслышали. Вот так вот. И вот так вот. Чуть раньше я начал свой эфир. Да, про выставку. Юбилейная нынче пройдет выставка. Юбилейная. 10 лет выставки Дарханус. Соберется со всех уголков республики. Со всех уголков республики. Кузнецы молодые, старые, опытные, Дарханы. Все будут. Так что заранее всех приглашаю. И позапрошлой неделе мне звонит одна юная дама, спрашивает,
когда пройдет выставка. УЗ это кузнец. Когда пройдет выставка, спрашивает. Да, не могу сказать, что это был вопрос задан недавно. По-моему, дней так 18-20. Вот. Почему вы спрашиваете заранее? Потому что, говорит, я работаю на турфирме, и один мой будущий клиент спрашивает и хочет посетить вашу выставку. Ну, я ненароком сразу спросил, откуда? Из Америки. Пущай приезжает, сказал. Welcome. Ну, слово, да, мастер. Ух, хороший ножик. Ну что, готовы? Ножик вот такой, кто желает. Ножик, ножик, ножик. Запел. Кожа, конский волос. Вот такой капик в виде солнца, рассвета. Вот такой дол. Если обратили внимание, тут остро. И тоненько. Сатинирование, все дела. Длина клинка 11,5. Клеймо мастера, сталь Эльмакс, как всегда. Почему я сделал именно таким? Я имею в виду острым. Такими ножами у нас в республике пользуются в основном оленеводы. Эльмакс? Да, Эльмакс. Почему? На затылке оленя сразу одним ударом входит и все. Вот. Ну, они предпочитают вот такое. И тут на обухе гладенько, даже остренько на обухе. Почему так сделано? Они обухом чистят кость. Ну, там уже совсем другое. Эльмас это марка стали, дорогой. Если вам угодно, после эфира посмотрите внизу, на что он способен. Посмотрите, как он себя зарекомендовал, особенно в этом прошлом году, в конце этого прошлого года. Видите, как работает. Ну, если слышали, тут посторонний звук имеется. Это работает печка, термообработка идет. Вот. Печка и термообработочка. Такой вот ножик. Тонкий и очень острый. Честно говоря, у меня такого не было. Но на практике я использовал, тесты проводил. Завтра положу на канал, за что вы действительно боретесь. Какой ножик нынче январский. Посмотрите, увидите, стоит ли в будущем участвовать, увидите. Эльмакс
11,5 кожа, конский волос. Это все будет в коробочке, с сертификатом и так далее. Но все-таки этот очень интересный ножик. Даже у меня нет такого. Как говорится, сапожник без сапог. Покажите, пожалуйста, нож супруги. Чем супруга работает? Так, у меня дома я оставил специально ножик, которым я выиграл 2-е место позапрошлом году на клинке. Я его не продал. Один, по-моему, если не ошибаюсь, белорусский представитель белорусского банка подошел, сказал, продайте. Я ему сказал 60 тысяч. Он пошел позвонить клиенту, наверное, хозяину своему. Подходит через 5 минут, я ему говорю 70 тысяч. Он никогда не говорит, почему так дорого и так далее. И я стою так, а он тоже отошел. Сейчас, говорит, пришел. Ну, давай, мы готовы приобрести этот ножик за 70 тысяч. И во время, когда он отошел, мои уважаемые учителя совет дали: не продай этот нож, используй сам, действительно убедись, какой этот металл, какой будет ножик, себе оставь. Он будет тянуть лучше и лучше, и первое место затянет. Я так слышал, как бы мимо уха. Мне то же самое хотелось все расходы закрыть за один ножик, конечно. Вот. А на клинке туда-сюда, там жить, там выставочные и так далее, это немалая сумма, ребята, честно скажу. Вот. Не одним ножом не обойдешься. Вот. Вот, стою. Одна половина головы говорит: продай, сделаешь еще. Другая говорит: нет. Подошел человек: ну ладно, 70 так 70, готовы приобрести, куда перечислить деньги, говорит. А я говорю 170, а он уже такой рассердился, что так она выросла так вдруг. 270, говорю. А он уже такой: ну что, вроде вы не хотите продать, говорит. А я стою. Да, дорогой, извини, не буду продавать. А он так культурно, не обижен. Да ну нафиг, такого нету. Хорошо. Тогда мы свяжемся с вами. Будьте добры, визиточку. И он перед этим спросил: вы можете тоже точно такую сделать? Говорит: без проблем, как приеду домой, сразу созвонимся и так далее. Ну давай, добрый, визитку взял. Вот. Позвонил, я ему точно такой же ножик отправил. Но это уже совсем другая цена была, как обычный нож. И таких ножей перед 8 марта, уважаемые дамы, я хочу нынче сделать вам подарок. И если не ошибаюсь, 5 эксклюзивных ножей сделаю. И помимо этого, почему эксклюзивные? Потому что таких ножей в мире нету, никто не делает и вряд ли сделает. Но если после эфира, после вложений, там, я не знаю, там, после медиа, может кто-нибудь попытается что-то сделать, копировать как бы за идею, да? Но это их право, конечно, никто не запрещает, особенно я, пущай. Но что-то новое давно пора сделать. Например, типа такие, да? Я всегда ищу, вот, и
И предоставлю по средней цене кухонные ножи. Средняя цена у нас будет 15к. Да, не расслышали. 15к. 15 тысяч рубликов для столовой. Именно для кухни. Сталь будет нержавейка. Вот. Могу прямо сказать, немецкая ДДВ. Это очень хорошая сталь. Говорят, аналог Хашки, Х12 МФ и так далее. Да, чем-то похоже, но превосходит в разы. Если в этой кузне она делается, то в разы превосходит. Это я вам точно говорю. Почему не скажу? В мере разумного все. Правильно? Вот. Ну как будет, покажу. Тестик сделаем. Посмотрите. Действительно, если сказать, на то пошло, здорово. На то пошло, настоящий нож, помимо природы, постоянно должен использоваться на кухне. Один ножик. Один ножик. Это не набор. Постоянно используется на кухне. Вот. И там и кости, я не знаю, и кожа тоненькая, и окорочка, и то все. И фрукты, и так далее, и так далее. Овощи и так далее. Например, тот, который у меня, тот же D2, который призером стал пару лет назад, который я не продал. Вот. Покупатели тем более были. Вот. И в отличие от других ножей, он безножен. То есть ваш муж на охоту не берет, не возьмет. Он всегда будет находиться в этом кухонном. И у него есть специальная поставочка, ну, простая, обыкновенная, деревяшка. И там она просто стоит. Вот так. Так что рука не будет раниться, когда вы вилкой будете. Ну, спасибо. Когда за вилкой, за ложкой, там просто лезвие не будет болтаться. Вот так вот. Но это в будущем. А пока этих заказов трын-трын, тогда уже как бы я буду свободен. Можете охотно заказывать. Я предупреждал в конце прошлого года, что надо оплатить в этом году. Там в январе у вас до зарплаты, до так далее, тополя. Будет время уже идти и так далее. Я был прав. Заказы утихли чуток. Вот. И те, которые заказали во время каникул, они уже вот-вот получат свои желанные ножи. Вот. Так что в будущем прислушайтесь к моим опытным советам. Она балст. Эффективно. Чуть дом не сломался. Вот. Вот так вот. Ну вот, насчет 20-го. Как и в прошлом эфире были помехи эфиром, я сам после эфира смотрел. Действительно, проблемы со звуком были. Выяснилось, это из-за интернета. Что-то у нас холодно. В порядке недели. Нормальная такая стабильная погода. Ночью 45-43 у нас лично в Татинском улусе. Вот, в Татинском улусе. Это не жена, это сын. Жена, она у меня смирная. Вот. И так, и вот поэтому и МТС, и Мегафон глючит.
в прошлом году такого не было. Честно говоря, и эфира было мало прямых. Ну, посмотрим. Но если так со сетью что-то конкретно будет, все равно, как старым добрым методом, путем записи буду записывать. Если такого не будет, экшена закрытия, я не знаю, там нонсенс, как говорят нынче, этот катаклизма, свет уйдет и так далее, я буду записать на видео, не отключая камеру, как бы тогда получается все равно эфир, но не хотелось бы. И вы тоже это самое хотите, правильно? Правильно. Все хотят. На крючке был ваш билет. Вот, насчет билетов я уже завтра напечатаю. Всех перепроверил. Те, которые оказывается, 3 человека отправили без номеров. Те отозвались. Вот. Так что их номера есть. Если вы, зритель, оплатили и вдруг не отправили, не уверены в себе, пишите через WhatsApp, уточним. У меня тут все записано. Уточним, действительно ли она в банке. Ну вот. Здорово, дорогой. Уточним, проверим, перепроверим. И вот у меня несколько сотен, кавычки, клиентов, номеров, те, которые участвуют, да, прошлого, из этого, будущего, нынешнего, то есть, и их номера я сохраняю, и те, которые участвовали в первом лоте в прошлом году, и которые участвуют сейчас, их немало, и они, как уже люди опытные, проверяют, здоровается, наличие ли, действительно ли, присутствует ли мой билетик, то есть получает подтверждение. Это не страховка, это обыденность. Если ваш номер нет в моем списке, то ваш билетик как бы уже нету, получается, правильно? Ну вот, все зависит только от вас. Так что проверяйте, пишите. Что-то дома у меня шум начинается. Пойду-ка я проверю. По-моему, у меня все. Вот наличие. Те, которые только-только. Эльмакс, перо. Такой рукоять классный. Вот. Ножны в черном все-таки сделал. Шейник. Вот так. Конский волос ультрафиолету не поддается. Так и будет. Вот. Вот такой вот ножик. Ждет своего хозяина. Повесил на самом видном месте. Может, кто увидит. У меня все, ребята. Так что с меня ролик. Я утречком встану. Раньше работы много.